Добрый день, меня зовут Вячеслав Иванов, и сегодня я продолжаю разбирать осетинский текст учебника истории 1955 года. Это учебник «Краткий курс истории Советского Союза» под редакцией профессора Шестакова. Учебник охватывает историю с древности до Хрущева. Он считается одной из наиболее влиятельных книг своей эпохи. Учебник интересен всем изучающим осетинский язык и даже говорящим на нем, как пример использования этого языка для обсуждения исторических тем. Тут много полезных слов и готовых выражений. Что ж, приступим. Давайте продолжим. В прошлый раз остановились на государстве Урарту. И оно появляется в главе древнейшие государства нашей страны или в нашей стране. И в этой части рассказывается о том, что древнейшие государства в нашей стране появились на юге Закавказья. Это было 3000 лет назад. И остановились мы на рабах, которые строили дворцы Араштва и Галанта, копали каналы и пускали воду при помощи этих каналов на поля и в сады царей Урарту. Урарту и Падзахта, Зуха Сыдышта Шихак Падзахаттима. Цари Урарту без конца все время воевали с соседними государствами. Хаштета, Одыштатын Карш. Войны. Эти войны были очень очень тяжелыми, кровопролитными, суровыми, да. Карш – это крепкий об алкогольных напитках, карш-ношт, только так говорят. И карш – это суровый, жестокий, вот такое прилагательное. Ой, барагу, урартуй подзахтай, юэ приказма кышкая сагайракта казахалсынов, и что и умай. Это следует из того, что, или это видно по 1000 человек, половину я приказал убить, а другую половину угнал живыми. Ахам подзахата уди аштау как азидар. Удону дышты ныры, узбекты, таджикты, туркменты, фыдалты подзахата. Такие государства были и в Средней Азии. И они были современных узбеков, таджиков и туркменов, предков государства. Ну, нормальный русский проект слов будет: это были государства предков современных узбеков, таджиков и туркмен. И интересно, что узбеки, таджики и туркмены в современном осетинском обычно оформляются без отбрасывания суффикса «аг». То есть были бы узбек как ты, таджик как ты, туркмена как ты, фыдалты падзахатта. Удоны хисауи вагганджитадар, азуха садыштыша хактима. И их правители без конца воевали со своими соседями. Фашков казама, что какази рагундар подзахаты удибира городта. В древнейших государствах Закавказья и Средней Азии было много городов. Аштау как средний от слова аштау – середина, также как часть тела – это талия. Жнактай хи какнана тахай город алфамблай аматой баржон дурен шишта. Чтобы защитить себя, хи какнана тахай, да, чтобы себя защитить. От кого? Жнактай, от врагов. Город Алфамблай, вокруг городов. Аматой строили Баржонд Дурен Шишта, высокие каменные стены. Дур камень, Дурен сделанный из камня. Дашны мастер тама сагайректа каждгута нараштой хазарта агуштата товартышклата нама бажарканена. Умелые, искусные мастера и
Рабы, невольники для богатых строили дома Хазарта, а Гуштата строения под склады товаров и для торговли. Бажар, торговля, бажарканын торговать. Бажарканынан, чтобы торговать. Город Сарди Бира ремесленник-то. И в городах жило много ремесленников. Равзысыди бажарканын кудак. И там хорошо, быстро продвигалось дело торговли. Город Сардита Аркудыкутой Дамхата, Амашахурышты Кашинамафышин. Жители городов придумали или изобрели буквы и научились читать и писать. А в разных говорах осетинского языка по-разному передается глагол «читать». А на юге в этом значении используется глагол «фаршен», который вообще означает «спрашивать». А на севере используется глагол «кашен», который вообще означает «смотреть». Зырдан жағам гурзыштоны дамғата арқудыку той дуаминажы елфылдарсовы авто. К слову, скажем, что грузинские буквы, причем интересно, что использована не форма гурзяк дамгата, а гурзыштоны дамгата, да, то есть как бы буквы Грузии, а не грузин, изобрели более 2000 лет назад. Город Фажендышты Фацага Хурганта. В городах появились первые ученые. Ражин байды той науката ама айват. Стали расти науки и искусство. Шыбыры ама хурышкашан Европа и Рагон Жаман Чисарди Усы Адамта. Народы, которые жили в древности в Сибири и Восточной Европе. Порядок слов в приложении часто обратный русскому из-за того, что родительный падеж обычно в русском после слова, к которому относится, да. И что же за народы там жили? Хушар Шабыры, Амашау Денджи Булгарате. Рага и фаштама сардышты сауга сардганак, фош дарак биражнамта. В Южной Сибири Хушар-Шабыры, Ама и Шауденджи. Шауденджиш – Черное море, Шауденджи был город на берегах Черного моря. Рага и Фаштама с древности и позже, да, как бы начиная с древности. Сардышты жили Сауга-Сардганаг. Это ведущие, кочевой образ жизни, да, но буквально это форма глагола сауин – ходить, да, то есть ходячую жизнь ведущие или делающие совсем буквально. Фош дарок – скотоводческие многочисленные племена. Шападзахта шынхисауива котой автомай сыдышты удон быдырты юраны иннама ша комрагаута ама бахрагаутима хорш хижанта агургае. Ими правили их правители, цари, и тем временем они кочевали или шли, переселялись по степям из одного места в другое вместе со своими стадами скота и лошадей в поисках хороших пастбищ. На хорш хижанта хорошие пастбища, а гургая это по сути идея причастия, то есть что делая, да, ища хорошие пастбища. Здесь есть еще интересное явление комрагаутя ама бахрагаутима. Это называется групповая флексия, да, то есть показатель совместного падежа има указан только у второго слова, у первого нет, да, то есть буквально своим, как бы их стада скота и со стадами
лошадей. Ну, в общем, трудно это буквально перевести, невозможно. Дуамин фон шдажи ражмы барсусы жнамтых шан шатых магашка валдай гадар удыште саугасарганак скифта. А примерно 2500 лет назад среди этих племен по силе особенно заметны были кочевые скифы. Скифты подзахты кухы удиш саугасардганагама биноныг сарак жахкушек бирожном тама сахайракта. В руках или под властью скифских царей были а, многие племена а, кочевых и оседлых земледельческих. Точнее, было много кочевых племен и много а, оседлых земледельческих племен, а также невольники Сахайракта. Дуамин фонс шада ажа елфолдарсавы авто шауденжи сагатак был там наутыл рбаленко той грека и рали загадом. 2000, более 2500 лет назад на северные, Сагаток был там, на северные берега Черного моря на судах. Нау– это корабль-судно. На судах приплыли переселенцы, люди, переселяющиеся из Греции буквально. Ленканен– это плавать, арбаленканен– это приплыть, приплывать, арбаленко той приплыли. Поэтому. Грек ам шараштой, салдер город аморайды той парахатай бажарканен скифтима. Греки здесь использовано в виде собирательного слова, то есть это не множественное число, а слово как в русских некоторых собирательных словах, типа Русь в каком-то моменте и мордва до сих пор. И грек– это значит грек как-то как единое целое. Да? И вот греки здесь создали несколько городов и начали широко торговать со скифами. Скифта Иудона Алхатой Фош Хор Кашагама Шаар Арвыштой день Жифале Грекма. Они покупали у скифов скот, зерно и рыбу кашак ама Арвыштой день Жифале и отправляли их, то есть эти товары, за море в Грецию, Грекма. Kutfırstama Greka гората-тын край разждышты, амабаюшты ю анакан подзахады. В конечном итоге греческие города очень разрослись и объединились в одно целое государство. Грека каждый хисауива генджита, ама купеста шахада кушка на коттой. Греческие богатые правители и купцы сами Шахада Кушка на Котой не работали. Можно сказать на Куштой, но Кушка на Котой значит, что они не работали, а что-то другое происходило. И вот когда такой как бы смысл глагола важно подчеркнуть, используется такая причастная форма. Не кушан, а кушка канан. Купец– это интересное слово. Очевидно, конечно, это заимствование из русского слова купец, но старинное, да, уже со смычно-гортаной согласно в начале. И есть слово шаудаджерканен, да, то есть вот торговать и купцы тоже может быть с этим корнем образовано. Но здесь очевидно, переводчик предпочел такую форму, в том числе, может быть, чтобы такие русские заимствования помогали в чем-то детям. Предполагалось, что в старшей школе они учатся на русском.
Ша куштытышын ювылдыр котой сахайрыкта фылдар скифта юасары кайрай, что и удон. Работы им все выполняли невольники, по большей части из скифов, кого они захватили в плен, такие. Дуаминажи ражман сахайрыкта скифта сахайрак савмакы ражамындай шыштадышты шеф харгитынахма махисалдзина драйштойша кухтам. Более 2000 лет назад невольники скифы под руководством, под управлением а, невольника Савмака восстали, Шиштадышты, восстали против своих угнетателей и взяли правление, взяли власть в свои руки. Хисалдзинатрай, что шакухтам. Фала деньжи фалея, арбасуа гандарбаштагевшата баша, что и сахайрактышиштат. Но прибывшие из-за моря иностранные войска разгромили восстание рабов. Здесь интересна форма фалея, да, деньжи фалея, это за морем. Но эти после логи, как предлог фале, но не только он, все, может быть, смело сказал все, но многие, да, думают, что даже все могут, в свою очередь, склоняться. Таким образом, можно сделать отложительную форму от а, описания за морем. И получается уже из-за моря. Ну, интересный, конечно, акцент на истории. Это напоминаю, да, то есть это учебник 54 года переиздания, если я правильно вспомнил. И в свою очередь это переиздание 55-го. И в свою очередь это переиздание учебника, который был в 30-х годах опубликован. Вот. И здесь, конечно, советская власть делает особенный акцент на борьбе трудящихся, на их положении. Интересно, что сейчас в современной истории возрождается интерес к так называемой истории повседневности, да, то есть не только говорят о царях и выдающихся полководцах и величайших битвах, но и о том, как, собственно, люди жили, да, изо дня в день, чем они питались, как они производили эту еду, как одевались и насколько им было, так сказать, весело. Давайте продолжим на эрае. С парамануши грек как город там на бырштой саугасардганак домбай адам гунта. Амаша недаранкотой. В IV веке до нашей эры на греческие города напали кочевники, мощный кочевой народ гунны, и разгромили их. Гунты тыжмак хисау Атила, фанзамануши шау деньжи сур быдырта ясди штаре хорны гулан Европы адам тылама зыбираты башашта. И суровый или угрюмый лидер гуннов Аттила в V веке в V веке из степей Причерноморья ушел в поход в Западную Европу. Как это по-русски? Набег, да, даже ушел в набег на народы Западной Европы и многих там тоже разбил. Буквально башашта. Башаттен — это сломать в прямом смысле основное значение глагола, но и разбил в военном смысле тоже. Фала Аттилае амалатыфашта Азия антар саугасардгана гадамта курбабурштой вот я подзахатны дихтаиш. Но когда после смерти Аттилы из Азии пришли другие кочевые народы, не пришли даже, а Арбабурштой нагрянули, да, то его государство распалось.
распалась на кусочки. Дих — это, дих, наверно, это разделять, да, дих — это кусок, такой, часть целого. И дихта ищ. Шажамануша гунта жахтал Волга и был тал араштар сидишь саугасарт гнагадам хазары под захат Волга ел волдарта болгары под захат. И в VI веке на землях гуннов, на берегах Волги, было основано государство кочевых хазар, выше по Волге, Волга и Волдарта, а выше по Волге болгарское государство. Хазарта ама болгартима бира аштыдыргы фахасыдышты фаршма сарак славяйнак жнамта. С хазарами и болгарами много лет воевали, сражались рядом с ними живущие славянские племена. Славян там Шашахакта. Новая глава называется «Славяне», и подзаголовок «Славяне и их соседи». Славяне тоже сейчас во многих случаях будет переводиться как славяйнакта, а не славянта. Фындыш нушыражма славяйнак жнамта ах что и жахта Балтии деньжи болты Днепра на Дунае файна фарш штай ока Волгае долгуранта. 15 лет, 15 веков назад славянские племена занимали земли на берегах Балтийского моря, по обоим берегам Днепра и Дуная, и также у истоков Оки и Волги. Фаштагма, хорышкышан Европа и срак славянтай, шевжарди шарташтырадама, урышакта, украинактама, белорусакта. А позже из живущих в Восточной Европе славян образовалось три больших народа: русские, украинцы и белорусы. Хурышкашын ардыгай удонан шашахакта удышты Волга и сурсарак жнамта ныры Марие мордвае аман дарадамты фыдалта дардарта болгайрагама хазарак пацахатта. С восточной стороны их соседями были живущие у Волги племена, предки современных марийцев, мордовцев и других народов. Дальше, видимо, на восток имеется в виду, дальше болгарские и хазарские государства. Хошарырдыгай славянта хасыдышты шау деньжи сурбыдырты саугасарганджитима. С южной стороны славяне боролись или сражались, воевали с живущими, нету здесь живущими, да, давайте буквально. Шаудинджижесур быдырте в племенах у Черного моря кочевниками. Саугасарганджитима. Удонма хасыдышты Византии мадар. И они также сражались с Византией. Вадыжаман магашка каждый кама культура налныматчует усы грека акпадзахадима. По меркам того времени, богатой и культурной, которая считалась этим греческим или таковым греческим государством. Грек агмастерта, арештой дишаджи рашота агуштата галанта ама архуанта. Греческие мастера строили потрясающей красоты, удивительной красоты здания, дворцы и церкви Архуанта. Грек маудиш фышчита музыканта Невганджита. У греков были писатели, музыканты и художники. Невка надо рисовать, нев это рисунок, Невганджита это художники. Удон сыла я вафтой рашухт хумаста, котой хазары мигананта, шагжарина мавжишт заумата.
Они ткали из шелка красивые ткани и делали домашнюю утварь, также золотые и серебряные шухажаринамавжишт азамата изделия. В Византии бира грифтонг шалдата. В Византии было много вооруженных солдат. Флаю кабатыр махшарчин славянта арах напырхкотой грека ковшата. Но смелые и доблестные славяне часто разбивали греческие войска. Да, это "ю" означает, что фалаю, да, что это не случилось не один раз, повторялось, да. Что, и без этой частицы "напырхотко", то и надо было бы переводить как "разбили" 1 раз и совершенный вид. А, Фарашта мануша бише славянта автан тышчиной хасыдышты грекима амама Ю Шуанг Византии, столица Царьград Мадарбабурштой. В IX веке Амбиши. В половине IX века. Тут не указано, в какой половине. Хорошо, в половине IX века славяне так успешно сражались с греками, что даже ворвались или напали на столицу Византии Царьград. Хорны гланую славянты хасын бакудиш гермайнак тима амаваряктима. А на западе славянам понадобилось сражаться с германскими племенами и с варягами. Сыкушткана гудышты славянта. Чем занимались славяне? Буквально какую работу делали, да? Сыкушткана. Работа, кушткана, как бы делать работу. Рагон славянта котой суан, амбырт котой кадаг мыдыбынзытымыды. Древние славяне охотились и собирали, амбыртканын собирали диких пчел мед. Тут 2 раза встречается мыд, потому что пчела это мыдбенс, то есть совсем буквально медовая насекомое или прямо-таки муха. Бынз это все-таки муха. Форштадерша Шейракушт Шиш Жахакушт, но позже их основным занятием стало возделывание земли. Славянтаю башах той кадыхай, мою фаныкой каждый жах парштой хоры намгута. Славяне выжигали часть леса и в обогащенную каждый-год, от слова каждый богатый, обогащенную пеплом фаныкой каждый-год. В землю бросали семена хлеба. Хор – это хлеб в зерне, да, то есть вот семена злаков. Высы мазал рваджию шамарсади хоштелаг. Благодаря этим мероприятиям Руаджи – это послелог благодаря. А частицы ю мы уже говорили. Это значит, что у них все время, они много раз как повторяющееся действие, это им удавалось. Благодаря этим мерам у них получался хороший урожай тыллаг. Слово тыллаг, кстати, считается дигоризмом в литературном осетинском языке. Ну, есть его основу составляет иронский, но тыллаг, например, взято из Дигорского. Фалаю арта сапаражив, что жах шмагуриш, а мою кодижно кадыхай башузан. Но спустя 3-4 года земля беднела, Амаю, и требовалось снова новый участок леса сжигать. Быдрыжах ты мар хампушко той рувантай, штайзы уйфа штаты той хор, фалаю автомайдар
Спар фон зажив не жади. На степных землях есть, видимо, это имеется в виду. Землю, мар — это земля, в смысле почва, да, почву разрыхляли, хампуш — это такой рыхлый, мягкий, разрыхляли мотыгами. Рувын — это пропалывать. Руван — это тяпка, да, в общем-то, устройство для прополки, то есть похожим на тяпку устройством. И потом сажали злаки, сажали хлеб, но и там спустя 4-5 лет ничего больше не росло. Бакудиш юнны уазан, жарон жахахайта, манокта саттакана. И требовалось оставлять старые участки земли и готовить новые. Ахам хумганда кушткото юма, она кан мкагай бентон хуматаджи кушангарштей. И этим обрабатыванием полей занимались вместе Юма, целыми семействами, родами даже в этом контексте, при помощи совсем простых инструментов. Бентон совсем, хуматаджи простой, кушангарш — это инструмент. И Т — показатель множественности, эй — это отложительный падеж, который выступает в роли русского творительного, да, то есть кем чем отвечает на вопрос в каком-то смысле. А в Шэньчжин зверку фажинди вот хум канан байды той бахай. Когда появился железный лемех, то стали пахать при помощи лошади, запряженной лошадью, да, буквально лошадью, да. Фоши фаджишей каждый котой хомжах. Навозом скота удобряли землю полей. Хуждар жылдама, хуждар кушткон хумжах жаин байды тафылдарталак. На почве, за которой лучше ухаживали и которую лучше обрабатывали, стало стал расти больше урожая. Ючишил хума габажай фасаранудиш хазарабинонтан. За счет одного небольшого, чешил, ну, маленький, в общем-то, небольшого участка земли можно было жить одному дому, да, то есть одной семье. Кутфаштама хомжах бирагайтай налку, что и в итоге перестали, больше не делали обработку земли большим количеством людей, да, бирагайтай, по многу буквально. Жахахайтыл ю арфидар ште хисан хазар бинота, машаю немаен байды той шахи ишпонал. На участках земли закрепились отдельные семейства, буквально хазары бинонта, да, то есть одного дома семьи, и стали стали считать их, то есть эти участки земли, своей собственностью. Шахи и шпонал. И шпон — это, да, собственность, имущества. Маккакта маюжнамты фатакта рсах что штыржаха хайта машакушин котойша сахартан. А, Лидеры, вожди родов и племен захватили большие куски земли себе и заставляли обрабатывать их, своих пленников, своих рабов. Осы жахахайтылма ноджику что шарибарчует фалачишма гуриша хамадам даралым коктей. И на этих участках земли также работали, кто был свободен, но кто обеднел, такие
люди из разных родов. Вот, давайте на этом здесь немножко сегодня остановимся. Посмотрим, как у меня получится. И если все меня устроит, то будем дальше писать продолжение.